дискомфорт от задымления, который сейчас происходит? Ну, который сейчас нет, а который раньше был, да? А обращались за медицинской помощью Нет. по этому поводу? А ваши близкие или знакомые? Нет. А вообще, как считаете, вот власти должны принимать какие-то меры, чтобы задымление было реже? Ну, по идее, должны, но у Якутии столько денег нет. 1 миллион гасить – это страшное дело. Турция не может погасить, Греция не может погасить. О чем вы говорите? Мешает? Мешать? Нет, ничего не мешает. А кто-нибудь из твоих близких знакомых жаловался по поводу дыма? Нет. Кроме мамы, никто. А что мама говорит по поводу дыма? Что нельзя на улицу выходить и все. Ну ты же на улице. Ну да, я сейчас иду работать Работать идешь? Да. А где? Кем? торговцем. Маме помогаю. Молодец. А вот вам задымление какой-нибудь дискомфорт причиняет? Только здравствуйте, еще как причиняет. А на здоровье жаловались по этому поводу когда-нибудь? Ну, вообще-то не жаловалась, если честно, но задыхаюсь, голова болит все равно. И даже в доме с закрытыми окнами постоянно, потому что невозможно. А как вы считаете, вот власти должны принимать какие-то меры, чтобы такие вот периоды задымления было реже? Ну, я так думаю, что должны, конечно. Вон почему-то они в Турцию поехали пожары тушить, а у нас тут что творится в Якутии? Мы все лето же задыхаемся. Мешает, конечно, дышать тяжело. А вот вы по этому поводу в больницу обращались? Нет. А кто-нибудь из близких или знакомых? Ну, я в больницу и в госорганы вообще стараюсь не обращаться никуда. Просто терпите, получается? Ну, да. А что еще остается делать? А как вы считаете, вот власти должны принимать какие-либо меры, чтобы вот задымление было реже? Конечно, должны. И как это должно выражаться? Во-первых, в 2007 году принят лесной кодекс, согласно которому для страны сэкономлено Грефом порядка 10 миллионов рублей в год. То есть штат лесников сокращен до минимума. Смысл вот в этой экономии получился с 2007 года регулярные в стране лесные пожары. Вот и все. То есть надо, наоборот, увеличить финансирование противопожарной лесничной работы, да? Да. Дым, да, мешает. А кто-нибудь, вот вы или там ваши близкие обращались за медицинской помощью? Нет. А как вы думаете, власти должны принимать какие-то меры, чтобы дыма было меньше? Думаю, да. А как это должно выражаться? Пожар тушить. Как? Привлекать со стороны России. Москва, Питер, чтобы помогали. Дым, да, голова болит от него. Вот вчера была отличная погода, сегодня опять ухудшилась. А как вы считаете, власти должны принимать какие-то меры, чтобы вот таких периодов задымления было меньше? Конечно. А как это должно выражаться? Раздувать дым, блядь, не знаю. А материться можно? Ну, нежелательно. Желательно. Ну, Тебя мама посмотрит. да маму позовет. Да вот, были же новости, в Турцию отправили помощь. А что нам помощи никакой нет? Ну то сколько уже, месяц в этом дыму? Да поллета уже, блядь. 4 года подряд одно и то же никак не предотвращают. Странно. Я говорю, китайцам продают везде. Вам дым мешает? Мне? Нет, я целый день в офисе нахожусь. А вот ваши близкие или знакомые Да, страдают да, от дыма? да. У меня у сына аллергия на дым. Поэтому он дома сидит. А вот как вы считаете, власти должны принимать какие-то меры, чтобы таких периодов дымных было меньше? Ну, конечно. А как это должно выражаться? Ну, чтобы пожаров не было. А кто виноват в пожарах? Ну, я считаю, что и население должно сознательным быть. Население, в смысле, виновато в пожарах? Нет, сознательно. Ну, сознательным быть частично, ну, я считаю, что да. Сейчас же многие в лес выбираются. А сейчас вот меры, которые принимаются для тушения пожаров, они достаточны? Я считаю, что нет, потому что мы страдаем, а мы не должны страдать. Конечно, ну не знаю, у меня типа вот за последний месяц, например, начались проблемы там с глазами. Очень глаза слезятся из-за того, что сухость. И горло И горло, горло очень сильно. А кто-нибудь еще из знакомых или близких обращался за помощью медицинской? За медицинской прям, ну нет, профессионально нет. Плохо не было. Но все равно, ну хотелось бы. А как вы считаете, власти должны принимать какие-либо меры, чтобы вот таких дымных дней было меньше? Ну, естественно, как бы это, по-моему, понятно. То есть я не знаю, то, что вот эта вот стабильная ситуация у нас в Якутске, но как бы мы... Что-то я не вижу стабильности здесь.
не знаю. Стабильно-дымная. А меры, Да, которые стабильно-дымная, ага. принимаются для тушения пожаров, вы вы эффективными считаете? Или как? Нет. Ну, смотрите, почему у нас народ, блогеры сами собирают деньги? Это ненормально. Почему мы с народа должны собирать деньги, когда бюджету какая-то же сумма все равно выделяется? Это раз. А во-вторых, почему мы собираем волонтеров на пожары? Ну, допустим, почему я должна своего молодого человека отправлять на месяц волонтером, допустим, в Горный Улус на пожар? Почему это не должно государство как-то, не знаю, с армией там как-то выделять? Да, ну, в общем, как-то это странно. Да, профессионалов как минимум. Что-то это странно. Типа, почему это должны обычные люди, парни, студенты, абитуриенты туда ехать? А ваш молодой человек отправился добровольцем? Ну, он хочет, ага, типа, ну, как-то я не хочу его отпускать, это же такой вред здоровью, еще и на месяц, как бы жить там в каких-то... Конечно, и что, и там он, ну, говорит, там немножко, типа, доплатят, но я считаю, эта доплата не стоит того, чтобы здоровьем рисковать. Не то. А как вы считаете, государство должно принимать какие-то меры, чтобы таких дымных дней было меньше? Ну, конечно, тушить надо. А вот сейчас принимаемые меры вы считаете эффективными? Ну, сейчас вроде пытаются что-то делать. Так я по новостям только смотрю. А вы или ваши, опять же, знакомые или близкие волонтерами отправлялись тушить пожар? Ну, знакомый, вот кто-то отправился, я слышал, ага, туда, в Горный. То есть кто-то отправились, ага. А вы сами? Я нет, у меня работа. А как вы считаете, это вообще хорошо, что люди добровольно отправляются тушить? Или это должны делать какие-то профессионалы? Ну, конечно, хорошо. Ну и профессионалы. Ну вот эти инженерные вроде приехали войска же, да? А вот такие вот надо, чтобы помогали. Военные. Они лучше справятся? Конечно. Ну, конечно, мешает дым. Как не мешает-то? Ну, а по этому поводу обращались в больницу? Нет, не обращалась. То есть состояние здоровья у вас нормально? Я не жалуюсь. Как вы считаете, государство принимает достаточные меры, чтобы вот бороться с лесными пожарами? Я затрудняюсь сказать. Ну, тушат они, конечно, как. Все силы, наверное, прикладывают, чтобы потушить. О, не знаю, что сказать. Ну, с природой это вопрос уже другой, конечно. Ну, все само успокоится потом. У нас же всегда такое же было. Ну, мы сами с Улуса всегда у нас. Ну, дым всегда есть. Летом, кажется. Ну, как-то живем же. Вам дым мешает от пожаров? Ну, иной раз, да. Потому что это глаза режет. Глаза режет. И в рту, и потом... Так, одышка, что ли, что-то вот такое. Да, есть такое. Ну, что сделаешь? Природа. Достаточно ли хорошо они эту работу выполняют по тушению? Конечно. Заметно. Заметно? Да, конечно, извините. Это самое. Заметно, потому что я на точку смотрю и на дома. Напротив наш дом МВД, который. И видно, что исчезает. Ага, да, и уже приятно, как говорится, это. Уже на душе думаю, о, сегодня уже дышать можно легче будет. Есть осадок, есть. Сердце. Пару вопросов можно будет вам? Да. Вам дым мешает? Мешает.